Здравствуйте, уважаемые члены жюри, участники конференции. Меня зовут Аюров Аян. Прокопьев Павел. Мы ученики 7 класса Кантикской средней школы. Тема нашего доклада – карта с QR-кодом «Железоделательные мастерские Кантикского наследия». Актуальность исследовательской работы заключается в формировании информационной среды наследия, сохранении исторического облика на территории Верхнеуфимский улус Кантикского наследия. Исследования проводились в валах Кантикского наследия под руководством младшего научного сотрудника Института гуманитарных исследований Николаева Егора Николаевича. Теоретические методы. Исследователями плавильных печей в Кантикском наследии Верхнеуфимского улуса были Ксенофонт Дмитриевич Уткин, энтузиаст, этнограф, кандидат исторических наук, Мачаров Афанасий Поликарпович, Архипов Никита Деевич, Алексеев Василий Иванович, Багалай. Также в местности Когастах Николаев Егор Николаевич. Цель проекта – создание карты для жителей и гостей наследия. Задачи проекта. Первое – сбор информации об аласах Кантикского наследия. Второе – найти следы железного шлака в аласах Кантикского наследия и зафиксировать место находки на карте GPS. Третье – разработка карты с QR-кодом. Классические аласы распространены в нашем районе. Исходя из переписи 1895 года, известно 58 аласов, где жили кузнецы. В этом году в экспедиции общем мы посетили 14 аласов. Нами были отобраны образцы железных шлаков и следующих аласов. От Чугуйсралта, Кюэнехтах, Союалах, Каталыктах, Балыкай, Улаханерики, Куагастах, Тулаях, Тогото, Күсүр, Белле Аненте, Тунуотерде, Кубачи, Тюльбе, Джаннах составлена карта. Карта с QR-кодом представляет собой небольшую конструкцию. На ней указано название аласов, а также напечатан QR-код, который можно считать с помощью камеры мобильного телефона. Для того, чтобы прочитать историческую справку об аласе, узнать о предстоящих мероприятиях проекта, связанных с ним, достаточно поднести мобильное устройство, в котором установлено приложение для считывания QR-кодов, и просканировать код, получив всю необходимую информацию, где есть небольшая историческая справка на русском, якутском и английском языках, информация об объектах, а также видео. В аласе Союлах Кантикского наследия жил мастер Амаев Прокопий и его сын Амаев Алексей Прокопьевич Амай-Ус, кавалер ордена Знак почета. Мы увидим фотографии школьной экспедиции, его изделия, ствол кремниевого ружья, весы, также портрет кузнеца. В аласе от Чугуйсралта Кантикского наследия жил мастер Таркаев Савва Николаевич. Мы увидим информацию о кузнеце и его изделиях. Самодельные тиски, штамповка для цифр, метчик для резьбы, самодельная головка цилиндра, кочкорез. В аласе Тымпы жил мастер Таркаев Степан Данилович. Золотых дел мастера. Мы увидим портрет мастера, его изделия. Кузнечный мех, пластины ремня. В этом году в экспедиции
нами были найдены изделия из железа. Например, в Аласе Каталтах мы нашли медную ложку. В местности Тулая с 1942 года плавильным процессом руководил Васильев Алексей Васильевич. Стойбище древнего сооружения печей, сделанное Васильевым Иннокентием, находится от села в Кентик в 25 километрах. В местности Тулая Кусюр. В местности Когастах находится новый памятник железоплавильного производства в долине Тонго. Свидетельства металлургического производства выявлены в местности Когастах, датируются второй половиной 17 века. Вместе с тем ряд косвенных признаков указывает на то, что плавкой железа на этой площадке занимались и в более позднее время, вплоть до второй половины 19 века. Заключение. Наша группа переносится в определенный период времени и старается понять, как выглядели люди, места, описываемые учеными. Найденные детали из раскопок помогут понять, сколько было плавильных печей, амбаров. Обучающиеся руководители воссоздают точную копию, добавляют недостающие элементы. В итоге вырисовывается карта по Аласам. Название места, кузнецы, шлаки, озера и растительность, которая позволяет визуально представить масштаб кузнечного ремесла в село Кентик. Карта в школе будет играть важную роль в изучении прошлого нашего села. Карта с QR-кодом – это некая связь с прошлым. Он позволяет понять, как жили наши предки. На наш взгляд, нарисовать достоверную картину и полностью передать дух эпохи помогает карта. Памятники археологии хранят историю и развитие кузнечного дела. Они являются не только значительной частью культурного наследия нашей республики, но и основным источником информации. Спасибо за участие.